Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем нашу передачу «Буддийский путь». Мы очень рады вас видеть снова с нашим гостем Бабу Алдаром. Здравствуйте и здравствуйте всем телезрителям. На прошлой передаче мы разговаривали с вами о непостоянстве всех явлений, что все, что окружает нас, все явления, все феномены, вещи, они непостоянны, они изменяются, они находятся на одном месте. И это касается не только внешних, но и внутренних явлений. И когда мы говорим о внутреннем явлении, то тут касается именно нас, то есть людей, которые обладают телом, которые имеют ум, речь. И этим мы, наверное, и отличаемся от других живых существ, животных, что именно человеческий ум, он более особенный. Как вы думаете на этот счет? Грубо говоря, человек, он состоит из ума и тела. И ум, то есть можно сказать даже сознание, присуще не только человеку. Сознание также есть у животных, у духов и других живых существ. В этом смысле мы все одинаковы. Мы имеем мы, по сути, состоим из одних и тех же вещей, просто в разном формате. Вот. И современная наука говорит, что животные не обладают сознанием. Но мне кажется, это все потому, что есть здесь разные подходы или разные объяснения и определения самого понятия сознания. Что это такое? Вот. И вот как в самом вкусном мясном супе картошка не происходит, не появляется из мяса, также и сознание, оно не появляется из нашего тела. То есть это две разные составляющие, это два разных ингредиента человека, личности. И тогда появляется вопрос, откуда появляется сознание? Что это такое? В буддийской философии, а также и в других западных философских системах говорится, что сознание – это и есть душа. То есть душа и сознание – это понятия одни и те же. Это синонимы. Я знаю некоторых буддистов, которые отрицают, что души нет, что это совсем такое европейское понятие. Но мы не можем уравнивать понятия сознания, душа, ум. Как с этим быть? Это на самом-то деле очень неверно и, как бы сказать, неправильное понятие о том, что в буддизме нет души. Есть она, есть. Просто мне кажется, здесь вся тонкость перевода, потому что когда термины и все философские трактаты из тибетского переводились на английский, тут была такая сложность, что некоторых слов в английском языке не было. А потом с английского переводили и на русский. И здесь тоже были сложности перевода, и так получилось, что само понятие душа, она на самом-то деле... Чтобы больше телезрителям было понятно, если на тувинском языке мы переведем душа, это... И все-таки в нашем родном языке есть самое понятное и достоверное определение, или можно сказать перевод слова душа или сознание с тибетского языка. Это слово называется сеткы. То есть сеткы – это есть душа, и это есть сознание. Также я слышал, то есть есть такое слово медере, и это тоже получается синонимы. Вот, и тогда появляется вопрос, что это такое, откуда оно появляется. И здесь уже другие ученые говорят, что сознание – это есть продукт работы нашего мозга. Но если это так, то почему наука не может объяснить полностью и всецело, что такое сон, что такое осознанный сон, что такое кома, почему во время комы люди слышат нас, они, когда выходят из комы, они говорят, что они парили над своим телом, они все слышали, они разговаривали, но не могли двигаться. Также
вот такое воззрение не может объяснить состояние посмертной медитации. То есть, когда после остановки мозга, после остановки работы сердца, не наступает биологическая смерть. То есть в это время тело, оно еще не тлеет, оно не гниет, а оно остается в свежести в течение нескольких дней. А есть ли случаи такие, Да, что в Туве были такие люди, которые находились в постсмертном состоянии, в медитативном состоянии? Честно, я не знаю, но я не могу отрицать этого. То есть, скорее всего, они были. И также это наталкивает тот факт, что в Бурятии есть тело очень большого ламы, которого звали, Ламы Тигелова. И он до сегодняшнего времени находится в посмертном медитативном состоянии. И это всех шокирует, это всех удивляет и вдохновляет. И таким образом мы должны понять, что ум – это отдельная субстанция, тело – это отдельное. Да, и таким образом сознание – это понятие немного отличающееся от мозга. Вот, и… Сознание – это ум, правильно? Сознание – это, можно сказать, ум. Вот, и некоторые даже считают, что сознание одного человека, оно появляется из двух таких смешанных сознаний наших родителей. Но если это было бы так, то мы не можем объяснить, почему, если родители плохие, вырастают хороший ребенок. Или наоборот, если родители, они хорошие, порядочные люди, а у них вырастает очень неблагополучный ребенок. И если родители что-то умеют делать одно, а ребенок совсем не умеет. Или значит, сознание мы не берем от своих родителей. Да, мы не берем от своих родителей. Да. Значит, мы сознание берем от чего-то. И чтобы это еще поговорить, нужно сказать, откуда берется сознание сегодняшнего я. То есть сегодняшний Алдар или сегодняшнее вы тоже должны были откуда-то появиться. И таким образом наше сознание, оно не появляется от сознания наших родителей. То есть оно берет свое начало откуда-то в другом месте. И тогда предлагаю сделать небольшой такой логический анализ. Сегодняшнее я появился из вчерашнего я. Сегодняшнее мое тело и душа появилось из тела и душа вчерашнего я. Откуда появилось тело и душа вчерашнего я? Из позавчерашнего. Откуда появилось сознание меня этого года? Из меня прошлого года. И откуда появилось тело, имеется в виду сознание, и меня в этой жизни. Сознание меня в этой жизни появляется из сознания меня в прошлой жизни. И таким образом это наталкивает нас на то, что есть прошлое и будущее рождение. Вот. И надо бы сказать, какие все-таки, то есть понятие сознания, оно еще до конца не изучено, и наука, она только-только начинает протаптывать тропинку в этой области. Но древнеиндийская философская система, а также, можно сказать, знания почти всего азиатского материка уже более 2000 лет изучают это понятие. И для них тело и сознание – это две очень взаимосвязанные и переплетенные друг с другом понятия, которые неразрывны друг от друга. И таким понятиями, то есть таким пониманием жили наши предки. Раньше тувинцы, монголы, тибетцы, китайцы, индийцы, все они понимали это. И здесь важно знать, что у нас есть сознание, и есть умы, или есть умы, которые появляются из нашего сознания, то есть производное сознание. И возьмем сначала сознание. А что это такое? И очень, такое примитивное философское определение
сознание – это ум, который окружает наши эмоции или производное сознание. Это очень похоже на Солнечную систему. Ум, то есть наше сознание – это Солнце, а наши эмоции, восприятие, ощущения, память, разные различные наши жизненные опыты, багаж знаний – все это есть планеты, кометы, пыль и так далее. И у нас есть 5 органов чувств, которые мы все изучали со школьной программы. Это глаза, ухо, нос, рот, язык и наше тело. И таким образом каждый орган имеет свой участок сознания, который работает с этой информацией. То есть это зрительное сознание, это слуховое сознание, обонятельное, вкусовое и осязаемое. И также у нас есть еще 6-е сознание. Иногда его даже говорят подсознание. Это наше ментальное сознание. Или многие говорят это душой. Вот. И наша душа, она неразрывно связана со всеми органами чувствами. И органы чувств, они тоже влияют на наше сознание. То есть, когда мы видим что-то прекрасное, слушаем прекрасную музыку, это все благодействует на наше внутреннее состояние. Вот. И таким образом люди, они в погоне за этими хорошими или приятными удовольствиями, они любят красиво одеваться, выглядеть красиво, благоустраивать или посещать, строить красивые вещи, создавать их. Они любят создавать красивую музыку. Они все любят хорошо поесть и чувствовать приятные ощущения. То есть тепло, гладкость и так далее. На прошлой передаче об этом говорили. И хотелось бы, конечно же, узнать о развитии, то есть об уме и развитии ума. Тело мы приблизительно понимаем, как мы можем развивать и совершенствовать свое тело. И сегодня на Олимпийских играх, во всех социальных сетях мы слышим нашего земляка, который победил, получил бронзу. То есть Артас – это как бы самый пьедестал совершенства человека, попасть на Олимпиаду и выигрывать бронзу, серебро или золото. То есть это уже наивысший пик. Да. И вот что я хочу сказать. Таких олимпийских чемпионов или призеров, и, наверное, от своих слов я хочу поздравить Артаса Сана с его победой бронзой. Но очень сложно объяснить, как он действовал, с какими побуждениями он соревновался, что происходило внутри его головы. И вот если бы сознание было бы только нашим мозгом, все его действия были бы очень примитивны и низкие. То есть все бы объяснялось на уровне генов и каких-то химических реакций. Но это намного сложнее. И как раз таки я хочу сказать, что наше чувственное сознание, зрение, слуха и так далее, они тоже не могут объяснить этого. То есть вот чувственное сознание, то есть сознание 5 органов чувств, это грубые проявления. И они только придают кратковременное удовольствие. Или кратковременное, как сказать, неудовольствие. И именно из-за нашего грубого состояния появляются такие плохие, или, можно сказать, несовершенное состояние нашего ума, как гнев, тревога, волнение, страх, или, например, ненависть, зависть, алчность, скупость. Все это появляется из нашего грубого сознания. А вот такие вот замечательные победы, любовь или гордость, любовь к родине, это невозможно объяснить, то есть на примитивном химическом уровне. То есть оно находится за его пределами. И вот, например, стремление или, например, вот это чувство победы, которое испытывают наши спортсмены, и не только спортсмены, чувство, когда ученые совершают какое-то открытие, или художники, они заканчивают свое произведение искусства, оно
обычно, то есть всегда можно сказать, неописуемо словами. Вот. То есть это тоже победа, да? То есть любая деятельность, она имеет оконченный, завершенный, совершенный Да. результат. И сейчас и все вот эти понятия, они очень хорошо объясняются на уровне умов, которые появляются из нашего сознания. Хорошо, То есть возникает вопрос, на что уровне такое сила эмоций. духа. На уровне Сила эмоций. духа. Вот. И как раз таки Артасана победил? сила духа, наша вера, это все являются нашими, можно сказать, эмоциями. И понятие эмоций и чувств, оно конкретно отличается, полностью отличается от наших привычных, которые нам внедряет западное мировоззрение. И вот, например, возьмем как раз таки стремление. Стремление это считается благоприятным или очень хорошим состоянием нашего ума, которое побуждает нас к действию, да. к победам. Вот. И на самом-то деле очень важно уметь именно развивать такие качества. То есть наши спортсмены, артасана, а также наши баскетболисты, футболисты, все они развивают вот такие вот качества. И это очень важно, потому что нужно понимать гигиену эмоций. Нужно знать, какие эмоции или чувства нам нужно развивать, а от каких нужно трансформировать или уметь как-то избавляться от них. Я имею в виду именно от тревожности или от каких-то эмоциональных перегораний. Вот. Потому что многие наши молодые люди, да и взрослые люди тоже, многие не даже интересуются самим собой, своим внутренним состоянием. Они все время крутятся как белка в колесе между работой и домом, во всей этой бытовой обстановке, и часто они теряются в этом. То есть это и есть проблема нашей, можно сказать, нашего современного мира. В том числе телефоны, да, телефоны. планшеты, компьютерные игры. И наше материальное развитие дошло до того, что некоторые предметы, которые должны были облегчить нашу жизнь, превращаются только в наши проблемы и страдания. Да, возьмем пример телефон. Телефон, по идее, создан для того, чтобы облегчить нашу жизнь, чтобы мы могли говорить с нашими близкими, найти любую информацию, но наше непонимание, как нужно пользоваться телефоном, наше непонимание, как нужно, наше непонимание наших потребностей приводит к тому, что мы просто тратим все наше время дневное, часами сидим в телефонах, планшетах, в компьютерах. Мы даже не обращаем внимания друг на друга. И это всю вину люди бросают на телефоны, на гаджеты, технологии. Но это тоже неправильно. На самом-то деле всю вину, всю ответственность держим только мы сами. И то есть наши молодые люди, наши дети, они проводят очень много времени в телефонах, они бегут от реальности, и на самом-то деле в этом нет их вины. Это все из-за непонимания, как нужно правильно работать, пользоваться телефонами, и как нужно правильно пользоваться своим сознанием, своими эмоциями, как нужно прислушиваться друг к другу, к себе. И именно об этом учат древнеиндийская философия или философия Востока. Я имею, конечно же, буддийскую философию. И мы должны уметь и понимать это. И мы должны, наоборот, взращивать взаимопонимание, стремление духа, может быть, даже какой-то азарт от сложностей. Вот. И следя за нашими олимпийскими спортсменами, чемпионами, да и со всеми олимпийскими играми в целом, нас, наоборот, это как-то побуждает, мы получаем заряд добиваться чего-то большего. У нас появляется желание как-то изменить нашу жизнь, достигать каких-то высот. И вот эти устремления
вот эти качества нам нужно держаться за них, цепиться за них и развивать их дальше. У меня тогда такой вопрос в плане достижений, развития нашего сознания. Да? То есть каков пик развития сознания? Ну, самый такой. Мы скажем, что вот человек развит душевно, Да. духовно Да. развит. Какие критерии можно, за какие критерии можно взяться и сказать, что у человека вот очень развито духовный потенциал? Во-первых, очень важно подчеркнуть спокойствие, его спокойствие. То есть он не будет волноваться, он не будет падать в панику или в злобу по пустякам. То есть очень важный критерий – это спокойствие. Это как ровная земля, на которой строятся замки. Дальше надо бы сказать, что это эмпатия. Эмпатия, или можно сказать, глубокое взаимопонимание внутренних ощущений другого человека. Также очень, конечно же, важна мудрость. А мудрость – это не обязательно просто знание чего-то. Это умение отделять одно от другого. Умение отделять хорошее, полезное для нас самих и вредное. И все, Хорошо. и спокойствие, эмпатия, любовь, сострадание, мудрость – это все являются, они все появляются из нашего ума. И это настолько подталкивает на то, что мы должны изучать себя, изучать нашу душу. Вот. Спасибо большое. Мы сегодня затронули очень такую глубокую тему, сложную тему. Мы говорили сегодня об уме и теле, что это две разные субстанции. Сегодня Бабу Алдар нам рассказал о том, почему наш земляк Артас Ана победил в Олимпийских играх. Это сила духа, это стремление, это обладание определенной мудростью, достижение своих успехов. Мы желаем всем вам великих высот, побед, стремлений и держите себя на пульсе, развивайтесь. Всего хорошего, до свидания. До свидания.